Добрый вечер, телезрители. Итак, самые значимые моменты в спорте за последние 24 часа. Ингушский борец вольного стиля Исмаил Ханиев, представляющий училище Олимпийского резерва Хасавюрта, стал победителем первенства России среди юниоров до 24 лет. Соревнования проходили в станице приградного Урупского района Карачаева Черкесской республики. Ханиев выступал в весовой категории до 74 кг. Исмаил на пути к золоту одолел Владимира Баяновского из Якутии. Отмечается, что более 350 спортсменов из различных уголков России приняли участие в этом значимом турнире, который является отборочным первенством мира Ю-23. Действующий победитель первенства Европы по дзюдо ингушский спортсмен Абдуллах Парчиев включен в состав юношеской сборной России для участия в первенстве мира среди юношей до 18 лет. Спортсмен выступит в столице Перу в весовой категории до 66 кг. Главные юношеские мировые старты по дзюдо стартуют 28 августа и продлятся по 1 сентября текущего года. На татами спортивного комплекса Villa Deportiva National в Лиме выйдут более 400 спортсменов из 51 страны, в числе которых и 20 российских атлетов по 10 юношей и девушек. Вчера на чемпионате Ингушетии по футболу развернулось серьезное противостояние между 4 командами. Игра между командами Карца и Реал Сунжа завершилась одинаковым результатом. Со стороны Сунжа голы забили Анзор Катоев и Магомед Янурсаев. Во втором тайме их противники, собравшись силами, решили отыграться. Героем схватки признали нападающего Магомеда Мазиева. Соперничество Барса, Барсуки и Аль-Юрта, последние в лице Идриса Нальгиева и Магомеда Канижева, пара сумели добраться до вражеских ворот. Таким образом, счет вышел 2-0. Ветеран специальной военной операции Аббукар Хашигульков стал единственным призером из Ингушетии, дошедшим до финала Кубка защитников Отечества Ставрополья. Среди 130 бойцов из всех регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Донецкой и Луганской народной республик, Аббукар Хашигульков продемонстрировал свои способности по настольному теннису, в которых хорошо играл с юношеских лет. «Я часто присутствую на мероприятиях фонда и постоянно наблюдаю улучшения в организационном уровне. Мы все получили положительные впечатления, а это неоценимый труд сотрудников фонда и забота о нас». Так тепло отозвался о прошедшей игре новоиспеченный призер. В связи с победой в первенстве Европы по боксу среди юношей 13-14 лет Хамзат Фаргиев удостоился денежного поощрения от Национального фонда главы Ингушетии. В тот же день помимо Хамзата благодарности денежный презент получил его наставник, тренер Магомед Булгучев. Отдельные грамоты за вклад в развитие бокса в регионе вручены заслуженному работнику физической культуры Республики Ингушетия Тимуру Булгучеву и тренеру сборной Ингушетии Магомеду Леймоеву. Напомню, Фаргиева, выступавшего в весовой категории до 48 кг, признали лучшим мастером кожаной перчатки в Боснии. Дом культуры в сельском поселении Нестеровское на протяжении многих лет служит центром развития шахмат в Сунжском районе. Здесь находится районная шахматная школа, которая воспитывает любовь к игре нескольких поколений. Недавно здесь прошел шахматный турнир среди ветеранов МВД и внутренних войск, приуроченный к столетнему юбилею ингушской государственности. Турнир состоял из этапов Блиц и Рапид. В Блице участникам было дано всего 10 минут на партию, а в Рапиде от 11 до 60 минут. Ветераны, обладающие богатым опытом принятия быстрых решений, показали отличные результаты. Первое место занял Хамид Исиев, второе Якуб Базгиев, а третье досталось Руслану Гапархоеву. По завершению турнира участники отметили событие дружеским чаепитием. Это были все спортивные новости на сегодня. Спасибо за внимание.